Вездесущий Фигаро накануне посетил Татарский оперный театр. На сцене Шаляпинского фестиваля вновь был представлен искрометный шедевр Россини — опера «Севильский цирюльник». Напомним, этот спектакль в Татарском театре в 2014 году был поставлен Юрием Александровым. Опера превратила в своего рода ящик Пандоры, откуда появляются герои порой в неожиданных костюмах. Какие сюрпризы были накануне, услышала Полина Кострицкая. Публике хорошо знаком. Севильский цирюльник по имени Владимир Мороз впервые предстал перед ней 2 года назад. Тогда новая постановка оперы Россини открывала Шаляпинский фестиваль. «Фигаро тут, Фигаро там» – это действительно про него. Выступая по всему миру в разных постановках, своего героя Владимир Мороз старается сохранить неизменным. Таким же смышленым парнем с отличным чувством юмора. Он не комик, Фигаро. И эта роль не комическая. Но просто он настолько вот именно обаятелен в своей стремительности, что часто именно вот эта стремительность, она становится заразительно смешной и забавной. Так же стремительно, каков и сам Фигаро, поставили в Казани эту оперу буквально за 2 недели. Да и Россини создал свой шедевр за рекордно короткие сроки – 20 дней. Опера «Севильский цирюльник» была написана незадолго до французской буржуазной революции и изобличала феодальный строй и аристократию. Фигаро, представитель третьего сословия, выражал взгляды передовых слоев общества – оптимизм, энергичность, предприимчивость. Со временем политический смысл стирался, а жизнерадостная опера любима зрителями уже ровно 200 лет. Разина в постановке Юрия Александрова «Девушка с перчиком». Солистку Мариинского театра Ольгу Пудову в этой роли казанцы уже тоже слышали. А вот знакомство с графом Альмавивой состоялось впервые. Партию исполнил солист Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье» Антон Росицкий. И после первой же арии сорвал овации. В этой опере в роли Дона Базилио блистал и сам Федор Шаляпин. Тогда к фразе Пушкина, который советовал в минуты грусти откупорить бутылку шампанского и прочесть «Женитьбу Фигаро», добавили и посмотреть Федора Шаляпина в «Севильском цирюльнике». А казанцы на этой неделе смогут посмотреть еще 2 спектакля Шаляпинского фестиваля. В субботу «Дона Нобис Пацем» по мессе си минор Баха, в воскресенье «Нетленную Травиату Верди». Полина Кострицкая, Шукат Ахманов, столица.